Всем привет, с вами говорящая голова. Я назову эту историю «Я моя Либи», да, моя любовь. Вчера мы вызвали электриков, ну, вернее, мы вызвали одного электрика, но пришло почему-то два молодых электрика пришли. Нам что нужно было сделать, раз мы приехали в новый дом здесь, в Германии, сами мы из Одессы, вот, мы приехали в новый дом здесь, в Германии, и нужно было, там одна была обесточенная розетка, которая как раз-таки нужна для интернета была. Интернет у нас работал только внизу, а вверху мало ловил, да, и нужно было два роутера кинуть, ну, в общем, это не важно. И нужно было подключить варочную панель, потому что, ну, ни одна страховка не работает в Германии, если что-то случилось, а ты как-то сам подключил почему-то варочную панель, да, вот это такой, как это называется, трехфазный провод какой-то толстый. Ну и все, и мы вызвали, значит, электрика, пришло два молодых, абсолютно, вот совершенно, не знаю, лет до 25, наверное, вот на вид. Один худой такой высокий немец, а второй одессит оказался, да, наш земляк, тоже молодой, вот, ну, такой подкачанный, а тот худенький. Ну и вот, значит, этот немец заходит, молодой, худенький, и начинает тут, значит, ковырять в коридоре, в щитке, а я стою рядом. Ну и сначала я ему, значит, историю на немецком рассказываю про то, что у нас в стране часто электриков сравнивают с крабами, потому что они кошками за столб цепляются, да, и сравнивают с яблоками, потому что они часто падают. Он ржет. Ну и тут, значит, ему потом было не совсем до смеха, потому что ему рассказывают, что в Германии в прошлом году у нас у соседей брат электрик, того капут, вот, на фирме у себя там работал, на большой, ну его там дернуло, короче. Ну, говорю, у нас гораздо сильнее они, эти электрики, гибнут. Ну, в общем, мы с ним сначала поржали, потом он чуть не заплакал, ну, это ладно. И, значит, тот, который, извиняюсь, так, что-то у меня это, тот, который одессит, пошел на кухню, значит, этот провод трехфазный разворачивает, тут что-то дергает его, облупляет, тут эти провода у него торчат, а я сижу с ним рядом. И слышу, как тот с другой стороны кричит: «Я моя Либи». Я такая: мать моя, вся в саже, они что это? Ну как, любят друг друга? Да, моя любовь. Тот ему кричит: да, моя любовь. А я немецкий, ну, знаю, но не до такой степени, понимаете? Оказывается, эта фраза переводится: да, все готово. Но это у них сленг такой: я моя Либи, это да, все готово, все типа тут сделано. А я от этого не знаю. И я такая этому одесситу говорю: что это, говорю, и он пошутил, что типа я моя, да, моя любовь тебя назвал, или тот пока там ржет, говорит, это просто, да, все готово. А я подумала при этом, да, что у них там два электрика, шуры-муры. Вот такая история, надо знать немецкий досконально, надо и сленг учить тоже, мои дорогие, надо все фразочки учить, потому что иной раз ты про человечка, ты не то подумаешь, когда он тебе там что-то свое скажет. Вот так вот.